Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». В этом году реку Волгу не иначе как голой не назовешь. Ну, во-первых, на ней самой невооруженным взглядом видна вода, ну а на берегу, кто бы мог подумать, в январе месяце из-под снега выглядывает земля вот в таком вот огромном количестве. Ну а маленькое количество осадков, по мнению экологов, может привести к обмелению одной из самых больших рек России. Обмеление Волги было вопросом номер один и прошлой весной. Напомним, тогда главная река страны обмелела из-за снижения уровня Куйбышевского водохранилища. Какой ущерб был на рыбном хозяйстве на Волге. Ну и в целом у нас вот пешком можно было пройти Казанку, да, вот мы видели, и огорели все берега. В этом году все может повториться или даже быть хуже. По прогнозам Росгидромеда, сейчас на Волге самый низкий уровень влаги за последние 18 лет. Его определяют не только по уровню снега, но и промерзанию и влажности почвы. Как не допустить обмеления, думают специалисты из 5 субъектов Поволжья. Сейчас вот ехал в Казань, вижу, реки вскрываются уже в Республике Муру. То есть мы начали небольшое половодье. Если мы сейчас с вами примем решение о сбросе воды, я так понимаю, что ни один на земле человек гарантии о том, что реки у нас наполнятся в паводку, не даст. Собственно, 40% стока, то есть притоков Куйбышевского водохранилища, формируется за счет расходов Нижнекамской гидроэлектростанции. Предложение поступило от представителей Татэнерго. По их мнению, необходимо подпитывать Куйбышевское водохранилище за счет наращивания резервной емкости Нижнекамского водохранилища. Как к такой идее относятся в татарстанском гидромете, представителей которого, кстати, нет в комиссии, мы спросили в ведомстве. Никоим образом поднятие на 70 сантиметров Нижнекамского водохранилища никак не отразится на уровне Куйбышевского водохранилища, сами понимаете. То есть это ничтожно значимый объем. Если Волга обмелеет, это ударит по многим фронтам. Рыбаки, туризм, экология. В татарстанском гидромете уверены, тревогу бить все же рано. Мы знаем годы, когда выпадало достаточное количество осадков именно и в феврале, и в начале марта. Ждать нам обмеления Волги или обильных снегопадов в феврале мы уже скоро узнаем. И даже при самом неудачном исходе в республике к этому будут готовы. Интересы Средней Волги будут озвучены на заседании комиссии 6 февраля в Москве. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.